И она считает, что Переехал. Хош на сайт газета «Голос Крыма» и общественная организация «Крым-Юг» проводят очередной круглый стол. Тема «История крымских городов и сел устами уроженцев». Значит, круг участников был определен. Единственное, Вадир Казакова не смогла прийти, и вместо нее будет участвовать Биехану. И отсутствует Нариман Абдульвар. Регламент, СМС-ка его лады Регламент по 3 минуты по каждому вопросу. Потому что участников вот здесь 7 человек будет, это 1,5 часа непрерывной беседы. Все это будет фиксироваться на диктофон, потом расшифровываться и публиковаться в газете «Голос Крыма». Остальные присутствующие как гости-слушатели. Потому что если мы начнем здесь, все будут выступать и не соблюдая регламент, мы просто не уложимся, а в 2 числа еще в музее презентация книги Соколича. Там не успеть. После окончания круглого стола чай и фирменный торт от «Голоса Крыма». Тема. Почему взяли на рассмотрение данную тему? Цель – это у нас осталось 10 лет, когда живы еще крымские татары были непосредственно депортированы из Крыма. Им от 73 и выше. В среднем 10 лет продолжительной жизни. Кто больше, Аллах версия. Поэтому очень важно, этот вопрос, он очень актуальный. И насколько возможно, мы должны поднять эту кампанию. На мероприятие приглашены люди, которые уже выпустили такие книги, будучи сами, скажем, вот Яху Пага, он по профессии не писатель, не журналист, но взялся, никого не дожидаясь, и выпустил уже серию книг. 4. Чем больше мы сможем сейчас задействовать людей, и главное соединить усилия простых граждан, любителей, энтузиастов, общественных организаций, которые могут тоже оказывать какое-то содействие, может быть, и даже будут обращаться, писать проекты, чтобы получать гранты. И, естественно, научные учреждения, когда мы сможем, скооперировав вот эту всю работу, просто больше раскрутить вот этот механизм. Эмир будет фотографировать, поэтому здесь ведите себя спокойно, мы беседуем. А мы волновались, когда он подал. Значит, слово я буду предоставлять, не обязательно это будет по кругу, это может и перекрестное. Просьба всем укладываться в регламент. Өзіміз қарышмақ мүмкін değil, я? Сен бермегенше біз вот. Yok, қарышмақ керек, потому что это смысла нет. Надо 3 минуты дали, выступил, отошел. Все, и дальше следующий выступает. Вопрос. Да. Можно ли в ответах сразу, они смотри, вопросы все взаимосвязаны? Не перескакивать. Не перескакивать. Потому что тогда объясните, вот, например. Сейчас мы будем объяснять. Вот мы 2 недели назад, предыдущий круглый стол, композиторы и проблемы творчества. Собрали крымских композиторов, и вот они говорили. Вся расшифровка здесь. Люди очень с интересом это читают. Значит, первый вопрос. Актуальность издания крымскими татарами книг о крымских городах и селах. Первое слово, значит, участники: Исмаил Хаджа Керимов, профессор, директор НИИ языка, истории, культуры, литературы. Эльдар Сейдаметов, директор Крымского научного центра Института истории Татарстана имени Марджани, кандидат исторических наук. Биехану, я уже все регалии не буду говорить, автор книги «Демирджи и демирджинцы».
Гирей Баиров, любитель краевед, который уже накопил очень большой пласт материала, интервьюируя наших стариков на протяжении уже многих лет. Шевкет Арнаутов, инициатор и непосредственно работает над написанием, подготовкой к изданию книги о Корбеку и Корбековицах. Исмаил Оджа мы говорили, Якуб Ага Бекиров, Керимов, издатель уже несколько книг, автор книг о крымских своих родных селах Улузень, Курлузень и Чукозень. Да. И кто вернулись в Симферополь первыми. И София Иминова, директор музея культурно-исторического наследия крымских татар. Остальные, пожалуйста, слушайте. В конце, как резюме, может кто-то захочет несколько слов сказать, пожалуйста, мы предоставим слово. Да, татарча esa olmaz ya. Olur, это bir tercüme olacak. Шифха Абдураманова, Рустем Амиров и познакомьтесь. Абдураманова. Готовится тоже черкесский армян. Все, скажет, в конце скажет Шефика Ханум, сотрудник если музея. вы на русском выпускаете, давайте тогда на русском говорить. Потому что они же... Айше Меметова, сотрудник музея, Рустем Ага Эмиров, руководитель общественной организации Крым-Юрт, Сизда Айтанас, Энвер Муратов. Энвер Муратов. Сотрудничаю в Авдеевке. Газета Авдеев. İsmail Hoca buyurunuz. Ben Tatarca aytayım çünkü ben Rusça aytsam yazık olacak yani. Yaxşı, aytınız. Sonra tercüme ettikten sonra ben tekrar bakıp korrektif yaparım. Bu şey o kadar ciddi, o kadar gerekli ve o kadar aktüel, hakikaten aktüel. Bugün ki pek doğruysınız, bu adamlar sağ olganda neler var aklında, özü koyu hakkında kaldırmak kağıtlarda. Yakında oldum Akşehir rayonunda Şakir Selim'in büyük aslan olganı için onu 75 yıllık geçirdiler, tedbir edip ve bala çağası kütüphaneye harita kaldırdı. Onu balaban etkenler ve böyle bir yıltravuk kağıt üstünde büyük as koyu şimdi yok. Temtegiz ortalık. Ama Şakir Ağa sağ olganda gerekli adamlarını tapıp büyük asının nasıl koydu, ne kadar kuyu edi, o kuyular kaydaydı, o sokaklar, adamlar, evler, adlar ve ilahir bir sürü şey vergen spravoçnik. Şimdi diyeyim, eğer de bunu yapmasaydı adam, yahut yapan adamlar böyle bir inisiyativa yapmasaydılar, yarın o adamlar olmadan son bunu bambaşka şekilde mülkün edip tasvir etmek. Buna ben anam ayta. Cenk'in evi Aluşka'da birkaç tane Kazak yaşaydı. Onların da Kazak olganın bilmez edin. Niçin? Çünkü onlar Tatarca kiniyedi, Tatarca laf etiyediler, Tatarca aşağıyediler. Yalnız kimseye baranda korneydi. Ama böyle ne Urumlu, ne Karayımlı, ne Kırımçaklı, ne Kazaklı ayırıp olamaz dedik ki chatten gelen adam hiç de ayıramaz dedik. Şimdi anam bana bu şeyi ayıtmasaydı, bugündeki tarihçiler onu mülkün edip başka türlü tasvir etmek. Там такой-то процент проживал этих крымских татар, было вот столечко деп айтсaydılar, men nasıl onu ispat edecektim? Yani canlı adamlardan bugün de hayatta kalan adamlardan informasyon almak pek önemli, pek gerekli, pek mühim şeydir. Sağ olun. Эльдар. Салмус. Уже было сказано о том, что поколение это уходит, которое могло бы рассказать. Помимо этого я хотел бы сказать следующее, что о том, что актуальность в этой работе есть, говорят изданные работы, как краеведами, любителями, так и в частности учеными. Да, то есть и среди ученых кругов эта проблема наконец-таки, в конце концов, получает такую актуальность, да, приобретает определенную. Достаточно сказать, что только вот год назад 3 книги вышло, которые посвящены в том или ином контексте изучения памятников крымских татар
затрагивают и историю как бы сел. Да? Книга Алекса Белорусского известная всем нам, книга Хакана Крымова, София Хану принимала как бы, в этом проекте участие. И вот вышла книга, принес ее с собой, вот памятник истории архитектуры и культуры Крымска, первый том которого посвящен городу Бахчисараю, да? Где в контексте освещения объектов культурного наследия крымских татар, где и объекты гражданской архитектуры, дома известных общественных деятелей, купцов, ремесленников, здесь и фотографии даются, да? Потом Чешмелер, да, дается описание Чешмелер, где они расположены были, как они назывались, потом мечети, медресе, то есть и культовых сооружений в том числе, дается краткая аннотация, краткая пока, да, истории тех или иных махалей. Да? Вот, допустим, здесь дается полностью инфраструктура города Бахчисарая, старая инфраструктура с указанием количества махалей, как они назывались, где они располагались и так далее. А сейчас мы работаем над Бахчисарайским районом, где тоже будет даваться описание объектов, но в начале будет краткая история села, краткая, так скажем, справка по этимологии названия этого села и так далее. То есть таким образом создается почва для более такого глобального проекта, который важен для нас сейчас. Это вот история крымских городов и сел ну, уже как на академическом уровне, так и на таком уровне. Сауальдар, София. Ну, естественно, все выступающие говорили об актуальности этой темы, и, конечно, я не могу не присоединиться к этому. То, что это надо было делать уже давно, это всем, наверное, известно. Слава Богу, это сейчас уже на научном плане все это разрабатывается и публикуется. Это, конечно, очень отрадно. Ну, музей в свое время также проводил когда экспедиции и действительно проделал очень большую работу. В настоящее время располагает этими архивами, но, к сожалению, не имеет просто физического времени для их обработки, так как это необходимо сделать. Когда-то была проблема с техникой, сейчас эти вопросы уже на второй план отходят, но вот проблема основная – это нехватка времени. Вот. Та экспедиция, которая была проведена в 2007-2008 году, в итоге это вылилось, ну, в общей сложности где-то 5000, наверное, фотоматериала, более 100 аудиозаписей, это воспоминания. В основном это были жители сел, которые, к сожалению, многие из них уже просто ушли. Но мы специально старались в селах искать таких людей, которые вернулись, родились до войны в этом селе, и они не смогли вернуться, там, обосноваться. Были даже такие моменты, когда привозили, они, допустим, жили в других или в соседних каких-то регионах, привозили этих людей, они на месте нам уже старались показать, где что находилось. Чешме, Джани, Мехтеп, Бресеве, Башхагоре, Тегер объектлер. Evet bu mevzunu bugünkü konuda arşivlerde açılıp başladı ve anda da pek büyük, pek meraklı, öyle bir faktlar tapamız ki şimdidir. Onun için bu işini elbette başka bir seviyeye geçirmek gerekmez. Мы должны выйти на какие-то новые уровни для того, чтобы объединить все наши усилия. Есть очень хорошие возможности вот у научно-исследовательского института, у вашего центра научного, да, есть база своего музея. Слава Богу, Аллаха шкур, есть такие люди, как Биеханом, Яхубага и многие другие, которые этот тоже пласт поднимают. Поэтому я думаю, что нам надо, конечно, объединяться в этом плане и приложить все усилия для того, чтобы, пока мы еще можем, всю эту историю крымско-татарских сел и городов все-таки на нужный, должный, научный уровень поднять и публиковать об этом, говорить об этом больше во всех возможных средствах массовой информации и так далее. Вот. Поэтому, конечно, актуальность этой проблемы ни у кого не вызывает сомнений. И это, конечно же, еще диктуется тем, что мы видим нашу реальность, когда практически камня на камне не остается. Черкесский армян, другие такие примеры, büyük hassız insanlar, Selancı Bicihar, böyle meşhur insanlarımızla yaşayan doğan köyleri, evleri bile işte bir taş bile kalmadı. Ama bu şeyleri biz mutlaka bilmek gerekmez, çünkü это, ну, все мы знаем, что это своего рода памятный знак, как бы лобовое место, или как по-другому еще назвать, вот если оно стоит, хотя бы камушек, это уже много будет. Sağ olun Safiye. Yakup Ağa. Ben bugün Ayşevan Kedi otursam ve mayın dediki anası söylemiş, böylece Avustralya
Ekibine Rus foranda yaşadı. İki-üç. Bizde bir dene edi. Mağabı koydu, Ulu Zemde. 600 foranda yaşadı 44 senesine kadar. Hepsi oldu. Hepsi oldu. Bunların arasında bir tane Rus yok. Bir tane Rus Hasan'a hemşire çalışırdı. Son anlaşılanlar göre o da KGB'nin insanı iken. Yok. Köyden yaşayacaksa var KGB'yi çakar için koydular. Son Bir kere kaytar. Ne diyeyim? Sata koydeşler KGB. hemşire Hasan'a hem yardım etti köy halkına. Hem köyde nasıl akıllık şey varıp Avustralya çakar. Marşke. Kuşkuzen'de 2 koranta var idi Ruslar. Kuşkuzen'de 1 koranta var idi. Bunlar da bu Kuşkuzen'e gelgenlerin 29 senesi açlık yıllarında onlar treni geldiler. Bunların kabul ettiğin bu şeyleri yaşat başladı. Halkları hepsi istemez Müslüman. Evet. Şimdi ben nasıl yaptım bunu yani? Bu kitabın en emniyetli yeri bundan ki koyun haritası var. Ben bunu en emniyetli şey sayarım. Koyun haritası. Evleri. Doğru. Hayır diyoruz. Ana. O bir çizdi. Ve bu haritanın yaşlılığın yedi. Evler birbiri yanına koyuldu. Ve kim bu evlerde yaşadı? Ana. Pek doğru. Adlardan yani, soyadlardan. Bugün karşılaşacak kalabalık yapacak olsalar çareleri yok. Altın kokuyor. Yani kalabalık yapma usta da tarihçiler. Kim de kitap yazacak olsa bu şekilde yapmaz da son yarın olduğundan bizim düşmanların ağzını Tamam. Sağ ol. Bu köyde 12 tane sokak var idi. Bu siz bilirsiniz çocuk. Anda bak köyün merkez noktasında kaçı sokaklara kaç kilometre. Nasıl yoluna nasıl sokaklıya varması bunda yazılmış. Maşallah. En emniyetli şeyi bundan 44 senesi çıkardılar. 474 koranta. 77 koranta kulak yapıp bulundular. Ondan evet. Ondan 29-30'da yani. Bu 470 koranta Handalar Özbekistan'a düştü. Nerede yaşadılar, ne kadar öldüler, hepsi bunun içine var. Bana evlerde kim de kitap yapacak. 474 koranta. 474 koranta, 2700 can. Sağ olunuz. Pek maşallah. Sağ olunuz. Buraya şeyleri son bir şey daha var mı? Ezilmada lakabı oldu. Abi kitap çıktı. Yakında ya. Yakında. Bu kitabın içinde kim 67'den 82 senesine kadar Geletman'da Brezhnev olayına kadar. 67'den 82 senesi, Noyabr'a kadar. Neşin 82 senesine kadar? 82'de Brezhnev oldu. Постановление. Brezhnev olan son, Andropov tahta gelen son, bundan endi Humarlar bir insan. Yazmadılar ya ki Humarlar. Ben de razım buğa çünkü ben aspirantura aldılar Andropov'a gelin son. Anneler yok edeceğim. Doğru. Bu Her şeyde bir hayır var. Tamam. Bu kitabın içinde de Kırım'ın köyleri hakkında kısa malumat. Onun için aydan sonra pek doğru ayettiğine, pek doğru ayettiğine aydan 10 yıl vaktimiz kaldı. Bu 10 yıl içine senesi olana kadar en de Kur'an hakkında malumat edilmektedir. Bu kısa Avustralya'nın objekti. Да. Yeşil demirci koyu yazdı. Avustralya aslında o da öyle. Ulucan yazdı. Дам Корбекель yazacak. Kulak yazdı. Все тавры здесь. Bunda Korbekel... Dere koy ne şu yazmaya öyle? Vot mesela, seçim bunda... İki tane dere koy o tarafa. Ben böyle teklif ettim. Doğru. Aydanın bir tane takım teşkil edeyim. Bir takım çalışacak Avustralya'dan Yalta tarafa.
bir takım çalışacak Avusturya'dan Sudak tarafa. Ve bu Avusturya merkez yani. Evet. Sağ Bu dağ eteğin nesiller, dağ içinde, dağ eteğin köyleri hepsi kaplap alayaksa, bir iki yıl içinde çıkarayaksa. Sağ olun. Sağ olun. Maşallah sağ olun. Bir tane eğer bu kadar Reklam mı? bir afiyet, bu reklam kaydetmiyor. Bunda ne değil yaşına geldi koy konuşuyorlar ola. Bana bu yerde bir balaban hata çocuk. Koy konuşuyorların ulu devlet teşkil ettiler 1990 senesi. Maşallah. 1990'da. 1990'da onun reisliği mer. Oh. Evet. Yetimiyorum buraya diyeyim. Ve biz 1-2-3 yıl 18 Mayıs'ta konuştuk. Koydeşler. Evet. Sonra çıktı aramızdan bir akıllı insan dedi, adam yazda bir parça sıcak olsa konuşayım. Yenice de yoğunlayıp. Aldandık. Kolyesi konuşulu yetim olan. Biz gelimiz baba dedelerimizin 44 senesine hatırasına, onlara akıllar şimdi. Evet. Onun için ben teklif edeyim. Aydan bu konuları aldığı hayatla bütün Kırım boyu koy konuşulu olsun 18 Mayıs'ta. Hepsini özüm koyun diye. Ama ondan sonra başka tarafı var Yakup Ana. Buna mesela siz koydeşler konuşkende hakikaten az buçuk olsa da sofra olmalı, az buçuk olsa da bir konuşmak, sevinmek, bu çünkü yılda bir, eğer de olsa yılda bir kere konuşmak, Tatar'da her vakit öyle. Olan bayram, konuşkende koydeşler. Şimdi bunu eğer de damın bozmak için bütün koylarını getirmek gerek bir meydanda. Yok, hepsi 18 Mayıs. Hepsi özüm koyun. Özüm koyun de. Hepsi özüm koyun. Ama 18 Mayıs'ta patlatma çare yok ulan. Lakin bir gün de olacak. Evet. Yakpaga. Я ikinci октябрь. Давайте переходим к следующему участнику Савус Яхпага Биехану. Ну, я тоже с вами согласна, что действительно мы запоздали с этим сбором материалов, но нам эту работу надо делать. Я считаю, что одним из первых эту работу начал Вазгрин. Вот я, когда в 90-м году сюда приехала, поступила большим конкурсом в Киевский национальный экономический университет. Он был тогда членом Меджлиса. И вы знаете, он приходил на заседание Меджлиса, Ильдар тоже знает, у него были дырявые вот такие вот туфли. И я удивлялась, доктор наук, профессор, академик. И я стала разговаривать. Он говорит: Бее, я же по селам хожу. Да. По камням. А мы думаем, что он там потерял? Он говорит: я ваших стариков ищу. Они что рассказывают, я пишу. Да. А я ему тогда говорю: а я вам могу помочь. У меня 123 первокурсника, я им всем давала рефераты депортации 41-45 годов. И ваше видение в экономическом развитии Крыма с возвращением крымско-татарского народа на родину. Все они писали. Они что писали? То, что бабушки рассказывают, дедушки рассказывают. И евреи писали, да. и даже они писали. Вот большое спасибо Мустафе Джемилеву, который, как говорится, свой народ ведет. Вот. И тогда он говорит: а можешь мне рефераты высылать? Я ему посылками в Ленинград высылала. А сама вот под продолжением следует, тогда дослух была, я написала «Правдиво освещать историю Крыма и крымских татар». Здесь вот выдержки... Какой год? 93-й. Здесь выдержки, вот, то, что студенты писали в своих рефератах. Но меня это, конечно, удовлетворило, как-то итог моей работы, конец учебного года студентам прочитала. Но действительно, вот каждый из нас хочет почему-то вот свой клочок, своя деревня, о своем доме. И на встречах я стала писать то, что они говорят при выступлении. А выступали в основном, конечно, старше меня люди, которые прошли войну и так далее. И я запечатлела почти все их высказывания
И потом вот написала вот эту книжечку «Демарджилер Коршулера». Вот. Ну и Алла Рамет Элис нас учил, можно сказать, писать Энвер Озенбашла, и он мне сказал: «Бие оле дугой, кой ақында оле язылмай». И вот и вы тоже на его семинары приходили, помните, Яхпага? Он стал нам говорить, что важно непосредственно в написании вот книгах о селе. И я тогда вот вместе с Джафер Уджа, Алла Рамет Элис, уже вот собирая материал, бывая непосредственно у них на дому, смогла собрать вот с ним 210 семей. И уже вот в этой большой книге написала. Но смотрите, и даже чтобы эту написать, пришлось вот такую брошюрку выпустить. Демарджилер. Вот Демарджилер это неправильно. Мы вообще называем свое село Темрчил. Даже Демарджилер тоже, и Темрчилер тоже неправильно. Темрчилилер. Да. Doğru. Она, наверное, Демарджилер, это кузнецы. Мана Энверага Блесма Сеферов, он мне на пиксюге, бее нечто ли яздам, мандада китаптада. Мен дедом, ну не стали печатать, говорит, но нету сейчас это слово. Нечем темрче. Бізде темір демиедер, темір диедер, добрым. Екіншіден Энверагайта. Темір дегені от слова темель. Халық бір заманларда юре, бұл ерін көргенде, о ерін темел етіп алып, анда қой құрғанлар. И олған бұл темірчі қойы. Оле айта Энвераға. Но бұл кітап, бұл да олды темірчі, ну, можно сказать, по названию горы, и там это село. Вот бұл брошюркада не. Хартлар. Мені пек сөйгедер, бейе яз, сен тарихчы яз. Мен деді, мен 4 yaşındayды, мен білмеймін бірші. Біреуін білмеймін. Сон, мен оларын тұттым. Мен деді, мына мен студентлер енді қарбаба қартана олды, мен студентлерім көршкенде, мы у вас учимыз. Мен оларға фамилия несін айтқанда, бір кереден көз өмінгене ралесі түшеді, семинарда не айтқан даже етлеймін. Мен дедім, сіз білесің қоншыларыңыз? Білеміз. Да. И вот здесь я смогла собрать 500 с лишним семей. Имена, фамилии, лағаплар, бала, чага и так далее. И вот это именно книжечка, то, что они рассказывали, семьи. Потом уже непосредственно вошла сюда, но опять, конечно, не все. Еще надо работать и работать, чтобы... Но актуальность темы очень важна. 50 лет мы жили в ссылке. Геноцид сыграл свою роль. В истории даже, наверное, таких народов нет, которые бы пережили, и мы бы взяли бы пример, как восстанавливаться. Мы даже не можем, не знаем, что делать, как делать. Конечно, за 20 лет проживания в Крыму определенную были сделана работа, благодаря отдельным активистам, как Яхуп Ага, Энвер Ага Озенбашла, Идие Муслимова, ну и так далее. Ну, конечно, здесь важна государственная поддержка в этой сфере. Наши чиновники всегда говорят, что 10 миллиардов выделили на развитие крымско-татарского народа в течение нескольких лет. Поэтому я считаю, что должны обратить внимание на это. И всю работу, конечно, должны делать профессионалы. Это люди, которые получили соответствующее образование, имеют знания, имеют желание, имеют, конечно, место работы в газете, в музее, в библиотеке. Тогда будет результат у нас. Я лично начал эту работу по примеру моего раметли соседа Энвера Ага Озенбашла, начал изучать историю Алушты. Конечно, за 10 лет моей работы мне встречались жители и других сел. Я старался кратко записать их воспоминания. Значит, в результате этой работы был собран определенный материал. Благодаря интересным статьям Ибраима Ага,
из «Голоса Крыма». Вот помню, в 2008 году правительство Нидерландов выделяло деньги на изучение наших сел. Все это привело к тому, что у меня появился интерес изучать свой регион. Конечно, существуют сложности как в написании статей, как публикации, как издание книги, много препятствий, поэтому у нас, может быть, так туго все идет. Но я считаю, что одним из решений этого вопроса может быть, значит, если мы выявим в результате конкурса лучших специалистов в этой сфере среди студентов, я считаю, что все студенты, филологи, историки могут свои материалы фольклорных практик, курсовых, дипломных публиковать на сайте. Самые лучшие работы могут быть в газете опубликованы. У нас с 90-го года КИПУ на протяжении уже 27 лет сотни студентов написали сотни рефератов, и нам нужно не потерять этот опыт. Где-то на сайте это все выложить надо нам. И можно определенную работу за счет этого сделать. Конечно, основную нагрузку должны нести наши историки, там, этнографы, профессионалы. Сава Гирей, это уже будет следующий, нам будешь рассказать. Шафетбей. Ассаламу алейкум. Сайгылы ветандашлар. Эбет мен бұл кітап ақында ақылма бұл түшмеді бұл шилерін yazma. Мен тек өзі сой ақрабаларым ақында бір қысқа мәлімат бабамдан топлап әзірлеген едім. 97 жылы отдел межнациональных отношений çalışқанда Хайыр Изет ағамен көршімбек маға қысмет олды. Сон Изет аға Шевкет мына біз білеші yapмас тексен мұнда çalışышсың халықларын көрбекілісің халықларын, мені бая бір лаф еткен сон айландыр чөверді лафында. Сен бая бір адам біле екенсің, мына біз біле фікіріміз бар, наз бақайсың, менен теклиф етсеңіз варым, ярдым етер, қолымдан келген ішін уақытта мен яшым 36-37 яшындам. O zamanda bu İzzet Ağa'dan ben birinci olup bu şeyin işitken edin. Son Eldar Bey aklına vardı o zamanda anda bir 30 adam cılgandık Serpimet Ağa'nın evinde. Ben de tekli anda bulundum. Bir-iki arkadaşlar anda bekim sizler de var ediniz. O zaman da ben daha çoksun tanımaydım. Son tanış oldum. Öyle bir meraklı bu ne geçti. И мен anladım ki bu işten uğraşmak gerek. Ancak o zaman городской советте çalışam, bir parça koluma bir düşken malumatların bazı yazam, bazı böyle значит akılda tutup son gerek oldu hatırlamağa. No herhalde bir-iki bir koluma düşken şeylerin men toplap kserokopировать etip İzzet Ağa verdim. Son bir koydeşler koruşularında, Hıdırlez bayramlarında öyle bir anketalar da dağıttık. Demek bir Хорантта o'zi bir malumat. Son Hıdırlez bayramından son koydeşler koruşunda bu devam oldu. Bazı Ganivan koluna düştü. Bazı bir kağıtlar men koluma düştü. Bile olup son bir kere daha konuşmak gerek oldu. Son bu iş nazdır basıldı. O arada Girey Efendi çıktı. Baktan bir bilgen şeylerim var. Ancak onun направлениясы bir parça başka türlüydü. Men en asas bu Kırım Tatar Xorantaları hakkında malumat toplama o zaman da nettim. Основное направление diyeceğim aldım. Bu ne kadar babam aytırdı. 750-800 Xoranta var diye. Son abi bulavuz. Переходите тогда сразу к следующему вопросу. Вы уже проблемы сбора, обработки информации и так далее. Сразу. Да, сразу вы переходите ко второму. Да. Onun için yakın arada 12 yanvar günü yine bir toplaşma oldu. Biblioteka Gasprinsky'de yine beni çağırdılar anda. Ondan evvel bir-iki adamlar toplaşkan eken anda. Son men heyecanlanıp dedim bu laflarını to'xtatmadık herif arkadaşlar. Men bayağı sizge bergen edim. Men isteyim onların şunca meydana çıkarmak. Hazır bu şeyler. Doğru. Anladınız bu boş laftan olacak yıl 20 yıl geçti arası dedim. Bir parça kızıştım.
О, сон турды Поляков та деді, наверное, яқшы олды язмағаныңыз, не үшін демекте талап бар бұл шилерге. Шынчық, үлі бір вақыт келді, бұл мәліматларын топлап бір көзден кешіріп, демек, оларын тастықламақ керек. Документлерінен бері, мысал үшін мен о заманда айттым, бір 100-ден зияде женг хадимлері тек көрбекілінің ішінде 7-8 дене летчигіміз бар еді, бүле адамлар бар еді. Мен о заманда тақ о қадар көрбекілінің мерақлы олғанын дуймай едім. Ондан соң мен башладым деренже бұл меселен бақма, çok bir meraklı şeylerden nеттім, столкнулся, дiyeceğim да. И оно меня втянуло в это дело, и теперь уже обратного входа нет. Сон, енді Изетаға Қайыров жаны ағырмасын, бұл ішін башлаған деп бардым Изетаға. Изетаға дедім, білеші олды. Мына, как раз Эльдар раз келді онда, біз топлаштық. Барым, материал тап боламадық керек. Мен берген олы шатси материаллары мен анда көріп боламады. Анжы Изетаға деп алып кіттілер менің қолымдан. Сон Изетаға енді құлақлары чынасын, значит, düşünеді, бақты, сон деді, Шевкет, мен бақтым көрдім деді, мен енді бұл аудан хастам деді. Сен яшсың, ашық әрекет, сен да не бар, интерес бар. Ал қардашын бойныңа да, олған шилерін ярдым етерік, давай қошлайық, япайық. Біз бір группа, айтқан группамыз Гаспринскийде ене бір топлаштық, демек Керимов Тайыр мұражатымен болындылар, демек біздің yazıcılar, әлімлер не көрбекіл ақында не мәлуматлар бар топламақ үшін, демек анже мен асасы япқылған ішім өлі миллет жоқ историясыз, өзі несіз, тарихсыз. И тарихсыз халық олмай, халқыз тарих олмай. Onun için мен сіз абу айтқан шілер бек doğru мен 100% қошылыйым. Мен абу бір-екі данхартларымыз бар, олармен көршіме башладым нетмеем, как ускорил вот этот процесс, начал вот после того, как этот Изет Хаиров значит, сказал Шевкетбей, возьми за это дело, я ни одного дня дома не сидел, я вам хочу сказать. Я только услышал, что есть там за 80 лет там пожилой человек, Корбекс, я бросаю все дела, беру чантам и вперед. И оле это... Ақұш Шамратын торына бұйықса олар, бір кере сен недір япқаның деймін, наоборот, поддерживает. Саунус, Бехану, проблемы сбора, обработки информации. Ну, во-первых, вот раз уже мы действительно написали книги, да, а другие собираются писать, во-первых, надо обязательно завести вот такой журнал, где вы были, что? Фамилия, имя. Дальше, значит, сколько он сдал фотографий. Число, наверное, тоже. Нет, число. Если там... число там нет, когда вы были, это уже не документ. Но это для него. Значит, фамилия, имя, да? Сколько фотографий он сдал. Обязательно, потому что для фотографий вот мы заводили вот такие конверты. Здесь Мустафаева Эдье, если она идет 73 номер, в этой книге она тоже 73. Если вы так не сделаете, все поперепутаете. Например, мы собрали 1600 фотографий. Все эти фотографии мы сюда поместили. Не дай бог, Мустафаева вдруг напишите Ильясова, это будет вообще война. Вот. Сколько фотографий. Теперь мы писали аванс. То есть для того, чтобы выпустить, вот сначала мы собирали по 100 гривен, не все сдают. Когда перешли на русские, это было уже 300 рублей. Вот все, кто сдавали, не все сдают. Почему мы это делали? Потому что вот эти 1600 фотографий Саволсон, Сейран Ибраимов, Кромгазетаса, он их приводил в определенную систему, потому что я собирала даже портреты, если дедушки, бабушки, они вот в таких портретах. У кого-то вот такая фотография паспортная, у кого-то семейная вот такая. И их надо было в определенные, это делал все Сейран.
конечно, как говорится, надо было обязательно это оплатить за его работу, 1600 фотографий, где-то, ну пусть по 10 рублей. Кроме того, набирали Саголсом Хромгазетаса, и Наджье помогала Аметова и так далее. Вот это, я считаю, надо обязательно делать. И затем, когда вот они будут собраны вот так в конверте, когда все это завершится, я уже их вернула. Вот Мустафаева Идье осталось, здесь у меня написано, передать через учительницу Ленье Балич. Вот это. Теперь, когда уже весь материал сверстан, сделан, туда вы в издательство приносите только флешку. Вам дают счет. Вот, например, на мое имя пришел счет 242 тысячи, 242, да? 242 тысячи рублей, чтобы именно вот эту книгу потом выпустить. Где взять деньги? Вот эти уже ушли на фотографии, на то. Я, значит, обратилась Эдемага, Базамтемарчеле, Эдемага Ленур, там сын его. А они как раз пришли к распаду. Это о деда бие, деда бога дарбинг дугуль, 500 бинг да ярым миллион долларов. Тезахча, я хандан аладжахс. И пришлось мне, я пошла к Джаферу, а сын сказал, Биапте, мы ни копейки не можем дать, он больной, мама больная. Вы выпустите, папу не будете снимать? Я говорю, нет, папа будет стоять первым. Так я его и сохранила. Вот эти деньги полностью пришлось мне самой платить для того, чтобы вот так книга вышла. Пока я не заплатила, издательство печатать не стало. Это тоже имейте в виду. Но вы говорите, что государство все. Не знаю. Я на государство не рассчитываю. Я все эти фотографии по 100 рублей сам делаю. Не знаю, насколько это будет. И эту книгу тоже за свой счет выпускала. Ну, биен айтқанына ше doğru, bunda tekrar atılmak gerekmez. Başladan malumat toplamak için satmak gerek, bunda doğru yaşayan insanlar. Да. Ularını bir sistema yapıp, cedvel yapıp, son uların aslında fotoğraflarını toplar, ularını tekşirip, ularını yetip, başlasın çalışmakla, olur doğru kitap. Sağ olunuz, Гирей. Второй вопрос. Ну, проблема сбора. Вообще, я когда начинал собирать информацию, тоже записывал в тетради все. Потом Энвер Ага Раметли Озимбашы мне говорит, ты неправильно все делаешь, тебе никто не поверит, ты врач, надо все записывать или на камеру, или на диктофон, чтобы доказать потом. Я потом начал все фотографировать, записывать на диктофон, на камеру по возможности. Потом все это выложил в интернет, ну не все, конечно, потому что бывают разные ситуации, люди умирают, думаю, выложу, чтобы чтобы там осталось. И вообще совет тем, кто будет собирать в будущем, им, конечно, тоже надо делать так, как я вот сейчас говорю. Ну, на этапе создания уже статей проблемы в чем? Не все газеты печатают материалы. Нужно тогда или сайты искать, или социальные сети. Над этим надо думать. И издание книг тоже Биеханум рассказала. Значит, что еще можно посоветовать? У нас вот эти Койдешлер Корушевой есть, там у нас есть организаторы этих встреч, но не всегда среди них есть интеллигенция, которая может написать книгу. Надо тогда что сделать? Как я говорил, выявлять лучших филологов, историков и знакомить их с организаторами встреч. Может быть, вместе, да, они что-то могут быть уже делать. Потому что я был на этих встречах, обычно люди просто собираются, как маевки, покушали и разошлись. Мне кажется, тут без государственной поддержки мы мало чего сможем сделать. Здесь, конечно, нужно сделать конкурс, выявить самых лучших студентов и исследователей вообще, то, что у нас есть. И им дать уже дорогу
значит, им надо находить места, значит, в музеях, в редакциях, финансировать, и вот только так мы можем что-то сделать. Просто вот как мы сейчас делаем, хорошо, вот у нас Бия Ханум, она сильный организатор, она смогла так организовать. Я вот, допустим, аушвицев так вот не могу с каждого собрать деньги там, это сложно будет все это сделать. Саул Гирей, София Ханум. Проблемы сбора, обработки. Проблема сбора, обработки информации. Проблема сбора, она, конечно, в нескольких плоскостях у нас. В первую очередь, конечно, это люди, живые носители. Но я считаю, что в нашем случае, например, да, вопрос был какой еще, что обязательно найти подтверждение тех или иных фактов, данных в архивах. Чтобы это не было, ну, знаете, как воспоминания, это очень ценно. Чтобы мифотворчеством не было. Совершенно верно. Знаешь, чтобы нас потом не обвинили в том, что мы там что-то сочинили, там придумали и так далее. Да. Поэтому я думаю, что это все должно все-таки идти в комплексе. И, в принципе, сейчас в том числе есть такие возможности, когда можно обращаться и подавать гранты на проведение этих экспедиций, на проведение вот этих исследовательских работ. Да, весь согласен со мной. Единственное, мы, наверное, для этого должны действительно вот сделать такую орггруппу, чтобы учесть опыт всех нас и разработать такой проект, который на самом деле на выходе нам даст вот тот конечный продукт, о котором мы, наверное, все тут мечтаем, да, и думаем. Вот, поэтому я считаю, что тут, конечно, нам надо в первую очередь еще раз призывать к тому, чтобы мы объединили усилия и продумали вот в этом направлении, как мы можем это сделать. Понятно, что именно, чтобы не, ну, как вам сказать, это очень важные вопросы на самом деле по издать этот конечный продукт, по архивной работе, по обработке этих данных. То есть тут как бы возложить на кого-то отдельного сотрудника, музейщика, библиотекаря, в нашей реалии это не совсем просто, потому что у него должна мы это уже давно поняли. Из 5 страниц. Да, вы это поняли, это очень хорошо. Да, и что как бы для этого надо специально отдельно освобождать там, и так далее человека. Да, должен быть свободный человек. Да, то есть, понимаете, поэтому я считаю, что нужно действительно готовить отдельный проект. Давайте вот сюда веем, объединимся, мы постараемся в этом плане. То есть есть сейчас возможности, попробовать, во всяком случае, их можно. Единственное, надо это все правильно сформулировать и подать. Саул София. Я уже не вытерпел. Настолько сильно хочу добавить, что просто... Я Сазанкой Гаскайса. Да. Шума тоже. Бабам Шумал, она малыштала. А бабамыз Шамрат не Корбек. Эльдар Бей, вот для всех говорю, страшно интересные вещи. Если бы сегодня в библиотеке Гаспринском не лежали копии нескольких дипломов 2020 года, где написано «Окончил Менлигерайский институт», да, то мы бы мифологизировали, что вообще он был в природе. Конечно. Потому что в 1917 году при помощи Челебиджихана, Джаферседама и других, Занджирлы Медресе реорганизовали Менлигерайский институт в 1917 году. 2 факультета, факультет Дюньяви Фельнер, Дини Фельнер, светских наук и религиозных наук. Теперь 17, 18, 19, 20. В 20-м они окончили, в 20-м получили дипломы. В том числе у меня одна копия есть такого диплома. Если бы не было этих дипломов, конец света. Там же нету в газете «Миллет» хода, обучения, там, кто там. Нету ничего. А есть еще табели. А есть дипломы. Табели, ну да. Теперь второе. Это сильнейшая вещь. Это же все в семьях хранилось. Да. Эти дипломы для семей. Второе. Яхубара. Pek meraklı. Buna bir hafta evvel Eldar'a verdim bir makale. Aytmadım kaydan çıktı bu makale, ne makale? İşte o makalede benim doğmuş kalp babamın 30. senesi yazan mektubu. Da, türmede adam Yangül'de ve yazar korantasına mektup. Onu da benim Fatma teyzem saklay. O da mektup dedi, mektupten bir parça. Говорю вам совершенно не мифологизированную вещь, Эльдар, особенно для тебя. Потому что ты историк, завтра ты скажешь, как это. 3-4 недели как-то я заразился прочитать это письмо. Не могу. Вот насколько я столько лет занимаюсь, ну это было лет 10 назад, не хватает квалификации. Я имею в виду, рукопись такая, невозможно.
Olan hastalandım. Yani okumak isteyeyim. Babam ne yazdı? 30. senesi. Bir günü gece 3 haftadan sonra okup olamadan sonra 3 hafta gece kelek düşünme. Satır mı satır, virgül mü virgül. Турам алам халемі шур yazам. Вот сейчас она это письмо у него транслитерированное. Не yazdı Харт бабам. Kimlerini sorayım, ne sorayım? Meraklı şey. Şimdi ondan gayrı Şevket, Харт babamın 30. senesi türmede kiygen tahiyesi. Mende turan. Да, тюбетейка, который в 30-м году, он бедный в тюрьме, у него татарскую шапку отняли, золотые часы отняли, шубу отняли, он умер, и у него осталась эта тюбетейка. Эту тюбетейку son подмать из земель, которые бердler, onu tanışları, вот я ее храню в папке, она как новая, 30-й год, не древняя. Это же материальная культура. Şimdi mesela Safiye Hanım'dan, onun работниклerinden sorasalar, Safiye, вот у вас на выставке, вот кувшин, да вот. Объясните, чем отличается крымско-татарский кувшин или там джезве от кавказского? Гарантирую, не скажет. Не скажет. Почему? Потому что не изучает. А я бы что сделал? Бір Харт баба, бір реликвия olarak da saklay bir cezveni. Anamdan kalma, Харт dedemden kalma. Men bilem ki bu Kırım'dan çıkan şey, Kavkaz'dan değil. Doğru. O vakit men onu alam, öğrenim. Ablamit Ağa ne yaptı bu rahmetli? Ablamit Ağa. Умеров. Я с ним долго ходил, беседовал очень много. И вместе, как на похоронах был, и при смерти с ним беседовал постоянно. Он сделал одну ошибку. Очень крупную ошибку. Он собирал то, что похоже на татарское. Мына mesela олар гастрольге бара, bir yerde көріп, мына татар несіне ұшай. Ала. Кавказдан ала. Бүгінде олар татар шиї кібі тұра. Олам татар шиyi дегілі о. Бекім. Гарантия yok. Sonra Safiye'ye мен 2 yıl evvel айтtım. Ну, Safiye забывает, она же не записывает. Она никогда не записывает. И помощникам не говорит, запишите. Я прочитал статью, что Чехов в возмездии татары в возмездие берушча қаршылық оларақ Чехов оларыны доктор оларақ бақайды çok татарларны о Ялтадан олар Чеховқа ақша бергенде ақша алмайды Чехов олардан ала татарша сауытлар езден бақырдан yapılған сауытлар и он накопил целую коллекцию крымско-татарских посуд домашних и сегодня это хранится в запасниках музея Чехова. Конечно. А мы не можем туда попасть уже 2 года. Не можем. Исмаил Аджа, я вам 2 статьи принесла по этим материалам из музея Чехова. Это но это я вам Исмаил Аджа. Помощники у вас в кабинете стерили. Так что мне не дали. Во-первых, по поводу музея Чехова я вас приглашаю туда уже тоже 2 года поехать. Вы меня приглашаете? Добавляем. Если это минуту займет, то это жизнь. А 1 минута это не жизнь. 30-й год. Эмель журнал çıkan edi. Şimdi Romanya pazarçık evvel oydu Bulgarya bakaydı. Anda meraklı materyal. Kere Romanya kralı Юре Добруджа татарларын арасында супругой заходят в одну семью, это пишет журнал, фамилии называется, в какую семью? В этой семье эта дама, супруга короля, видит одно старинное платье татарское, из Крыма привезенное. Это я говорю от 200-300 лет назад. И она говорит, вы не можете подарить мне это платье? Они говорят, можем. И дарят. Теперь, это же реликтовая вещь, это платье, да? Конечно. Сегодня, а раз она была у супруги короля, она, естественно, хранится где-то в музеях. Сегодня можем мы крымско-татарское платье 1700 или 1600 какого-то года увидеть. Вот я имею в виду, вот такие факты. Это же когда мы собираем, фиксируем, бір адамы бір медалы olmak мүмкін. Бір костюм olmak мүмкін, Харт бабасына қалмақ. Тахиясы. Onda bir element мүмкін, бір түймесі қалмақ мүмкін.
Mana bugün de eğer de bana Gasprinski'nin tüymesini getirseler, vallahi billahi $1000 veririm. Bir tüymesini korse, mana bu Gasprinski'nin kolmeginde tüyme. Anladın? Ama yok ki. Yok. Çünkü onu anlayan adam yok idi. Bu şeylerin Keleş Koral'a kızı bayağı şey sakladı ama o burada peçatına bakınca. Ve bitireyim. Bu şeyin yani koylarının tiklemesi problemasının bağlı mülkün güçlü bir müze yapmak. Müzeyini de güçlü bir materyallarla teminlemek Safiye. Şey değil mi? Onların çok koyma yerleri yok olan. Sıkı surette beraberlikte. Я уже anlatkanı bu cetvellerini her bir fotona ayrı bir tarihi yazılı. Карточка научного, то есть не просто количественная. Непонятно. Да? Да. Каждая фотография Да. описывается, Да. каждый предмет. Вот особенно важно. Вот особенно важно. Описывается. Потом, значит, все, что касается особенно старых фотографий, к ним, конечно, отдельное внимание, потому что там нужно выяснить всю историю. Зачастую не все удается атрибутировать. Поэтому мы ходим и консультируемся, в том числе с вами, Исмаил Hoca. По поводу предметов Записывай, там... что ты меня приглашаешь в Ялтинский музей. Число записывай. Чехова. Не столько. Да, то, что касается вот непосредственно этой работы, все абсолютно предметы, они на строгом учете. И все, что касается публикации, это все сейчас очень даже реально. Единственное, надо соблюдать всю эту необходимую процедуру, потому что нас обязывают все движения фондов, экспонатов обязательно согласовывать с нашей вышестоящей инстанцией. Поэтому по вакууму проблемлер это все решаемые вещи. Единственное, я же говорю, надо, наверное, как-то правильно... Это немножко Смайл делать. Да. Значит, Эльдар. Да, ну вот я добавлю, Смайл Hoca, но Пивадзити, наверное, сделал правильно, собирая материалы здесь. У него же целый музей, сколько он подарил непосредственно вашим. У него уже не как... Сбор материалов для музея – это тоже важная тема. Давайте мы отклоняться не будем. Эльдар Сейдометов. Проблемы сбора. Второй вопрос. И сразу переходим на третий. Отлично, хорошо. Вот касательно проблем сбора информации, мы столкнулись с такой вот проблемой, да, когда мы работали над сводом памятников как города Бахчисарая, так и Бахчисарайского, так и города Симферополя, Нариманджа. Смайл Hoca, кто там? Ага. Я знаю. Не, мимикризион, еще Вот, столкнулись с такой проблемой. И это касалось прежде всего как бы устных источников. Да? Бывало так, что по одному и тому же объекту у нас получались разные мнения, разные воспоминания, да, очевидцев. И вот здесь как бы возникает проблема, как эти документы подтвердить. Вот то, что сказала София Ханум, да, обязательно эти воспоминания должны подтверждаться как документальными источниками, да, причем не только архивными, а воспоминания путешественников, да, там, путеводители и эпиграфический материал, кстати, колоссальный источник, который у нас практически вообще не освоен, богатейшую информацию дает, так скажем, эволюции самосознания людей, да, от конфессионального к национальному, да, к социально-экономическому положению. К примеру, даже вот эти наветы Чалмалак и полоски на них, они тоже говорили о многом, о статусе человека, да, кем он был, чем он занимался. Турки, кстати, в этом направлении очень продвинулись. Вот. Это первая проблема. То есть в источнике надо верифицировать, да, перепроверять на достоверность. Вторая проблема. Я думаю, что относительно обработки информации и сбора и обработки информации, прежде всего нужно начать с методологии все-таки. Да? Вот мы здесь все собрались, каждый выработал свою какую-то методологию. Мы должны выработать вот эту общую методологию, и потом уже, чтобы вооружить каждого из нас этой методологией, краеведов, и ученых, и студентов в том числе, и чтобы каждый, следуя этой методологии, он вот занимался вот этой исследовательской работой, да, сбором информации прежде всего, а обработкой, я думаю, уже как бы этой информацией должны заниматься ученые прежде всего. Да. Вот. Касательно подготовки к изданию, ну вот на своем уровне, да, я хочу сказать, что действительно, благо, есть поддержка, вот создан был Крымский научный центр Института истории, и одно из главных направлений, которое они нам посоветовали, да, Институт истории, у них богатейший опыт написания сводов памятников, татар, казанских татар, истории сел, и почему бы нам этот опыт, если уже он есть, не использовать. Вот мы, допустим, в написании этой книги, как раз таки казанский опыт, мы его использовали. И благо получилось, я думаю, что неплохая работа получилась.
Рефат или Решат? Вот это? Да. Это, Главный. это сбор, здесь составитель Шукри Агасов. Шукри. Да, но мы действовали согласно концепции, не просто кто в лес, кто по дрова, согласно вот этой концепции. Да. То есть, и я думаю, что в нашей работе эта концепция, она имеет большое значение. И в этой связи, вот, переходя к третьему вопросу, хотел бы сказать, что, безусловно, кооперация в работе всех нас, и краеведов, и историков, специалистов, и музеев в том числе, да, для сбора информации. Где эта информация будет храниться? Ну, конечно же, в музеях, безусловно, да. И редакции «Голос Крыма», и других средств массовой информации является, безусловно, очень важным. Да? И студентов в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что вот такими всеобщими усилиями как раз эту работу нам нужно будет. Обычному человеку ваши вот труды почитать? Только в библиотеке или продаете вот Библиотеки свои продаются, это продается, да. То есть в магазинах можно купить. И я думаю, что мы в ближайшее Но не время во всех разместим. магазинах. Более того, мы разместим, Все чтобы это было доступно всем. Я думаю, что мы разместим эту информацию на сайте, чтобы каждый человек мог ознакомиться и как бы знал. И владел методологией, с одной стороны, кто хочет этим заниматься. Да. И владел как бы историей, да, своего села, города и так далее. Саву Эльдар Исмаилович никакую помощь мог бы оказывать в этой работе? Да, сразу говорю на русском языке. Всесторонний. Türkiye'de история, бөлігі бар, культура, бөлігі бар, языкознание, литература и фольклор. Плюс лаборатория. Но это уже с учебниками связано. Но вот эти 4 глобальных отдела языка, литературы и фольклора, истории и культуры это есть. И там в разном количестве сотрудники, но самое главное, что они имеют свои уже давно темы, которые разрабатывают. Это все докторские в основном темы. 18 человек сегодня пишут докторские диссертации. Все они кандидаты наук. Пишут докторские диссертации. 7 по языку крымско-татарскому. 7 по литературе, по истории и по культуре. По 2. 18 человек. Если я доведу это до финиша, вот в течение 3, 4, 5 лет, тогда я смогу сформировать специализированный совет по защите диссертаций на крымско-татарскую тематику. Поэтому я стремлюсь поменьше, чтобы они отвлекались, побольше занимались своей работой. Но, независимо от этого, если мы договоримся, допустим, пишет докторскую диссертацию Эльдар Бей по румынской диаспоре, значит, он как-то сообразно этой теме может привлечь какие-то материалы, которые связаны с нами. Я не знаю, как это сделать, но 100%. Другие пишут по языку, по литературе, по фольклору, по диалектам, в том числе. Пишет кандидатскую диссертацию, я уже закончил, Эмиль будет защищать, но там еще другие есть. Егерде bizden kooperasyon olsak beraberlikte daha çok iş yaparız ve daha sıfatlı yani качественно yaparız işimizi. То есть за консультацию могут оплачивать? Конечно, да. Конечно. Даже не просто консультация, Шевкет. Мы можем вот такие круглые столы, ну, пошире, конечно. Пошире сделать. Можем с выездом в Алушту. Аудитория у нас позволяет. Пошире сделать. У нас есть культурно-этнографический центр, да, где мы можем вас принять. Да, нет, я имею в виду, допустим, мы обсуждаем сегодня Корбекуль, да? Я могу собрать людей, которые с этим связаны. И чисто по Корбекулю разговаривать, не отвлекаться. Или там Демирджи, или там кто-то еще, да, Алушта, Курозин. Да. Мунабахнес, Якубага. Интересный факт, не могу, остановиться не могу. Там читаю ордера Потемкина. Конец 19 века, 1786 год. Вот сейчас я на 1787 перешел. 1786 год. Село называется Кучукозен. В этом селе произошло, они пишут землетрясение. А мы говорим, как может землетрясение быть в одном селе? У нас было в Демирджи. Нет. У нас. О, недр, ер хабардамасым, йокса аумасым. Оползень типа. Я думаю, что скорее всего это оползень. Много людей пострадало, там пишут, много этих свалилось этих домов и так далее. Вот таких фактов. Сотни. Вот когда пишем о деревнях, что там произошло? Например, 1576 год. В Крыму 5 месяцев не таял снег. А в 1577 году было 2 заморозка в феврале. И все. Это пишут, это в крымских ханских письмах.
проходит информация. Да, айтacağım böyle bir meraklı şeyler toplansa ve mesela ben aytam ne hakkında? Küçüközen. Küçüközen hakkında aytganda bu neni yer kıpırdamasın ya da yer avmasın yazmasanız yani Yok biz yazdık. Demircinde neden izimletirsen oldu hepsini yazdınız. Yazdım anda bir koy yok oldu. София, регламент придерживайтесь, иначе мы не уложимся во времени. Это мы сейчас на каком? Третье. Ну, например, мне здесь нечего сказать. Сейчас. Меня можете... Кооперация, ну, в принципе, Я за вас скажу. да, выступление кооперации уже и перешла, точнее, да, плавно тема о том, что необходимо кооперироваться. Кооперация. Ну, конечно, музей со своей стороны готов всесторонне эту поддержку и активное участие принимать, потому что это непосредственно касается нашей работы. Есть действительно очень большой, очень хороший фонд у музея, который не имеет возможности выставить, потому что ограничены площади и выставочные, и фондохранилища. Иншаллах, как только решится вопрос со зданием, да, я надеюсь, что мы откроем все свои секреты, все свои богатства. И на выставке по образованию, не надо далеко ходить. Да, вот приглашайте, и мы приедем. Очень много было материала представлено нового, который действительно... Вот сейчас выставку делали из Алушты Шимша. 30-е годы особенно. Очень хорошая выставка. И постепенно этот материал появляется. Появляется, слава богу, вот есть такой контингент у нас, когда из не крымско-татарского источника, а еврейка, по-моему, по национальности. Правильно? Битасы Крым татар мектебінде оқыған ве бұл сырада ода фото шыққан татар балаларымен бәраберлікте бөле мераклы шилер документлер бар. Hepsini onların faktlarını İsmail Hoca'nın şimdi айтmayacağım. Айтacağım. Olsa pek çok. Сажа, София, я хупака. Очень Конечно. Да. Milli bu işler olarak anlatım başta bir cezbeye tutmak gerek bu yola. Kaç tane koyuyor biz bu yol cezbeye alıp ana malumat toplayalım. Bu koyuların bir arzularından sonra satmak gerek bir koyuyor ustaya ne yaşta insanlarına. Onların yanına koymak gerek bir tane yaş mütehassısına. Filolog ya, korespondent ya, jurnalist o koyulara varıp siyonka yapsınlar. Sapanima yerlerin, toprakların, derilerin, kayaların bu malumatların getirip bir gece toplansa sonunda olacak öyle bir niye ben açkan edip baksa bunu edip olana o bilmeyeyim ne şimdi netmedi bunu ciddi saymadı. Biz netmek gerekli bundan teşkil etmek gerekli bir de niye takdir etsin. Bir grup var. Hakikaten av toplanan malumatlarını bunda oturup çalıştıracak. Bunları bizge çekip dünya yaşayışına koyuyorlar. Sağ olun Siyahpağa. Diye hanım. Но мен білесіңіз не айтмас дейім. Енді айттар мұнда чөл тарафтан адамлар жоқ. Ама мүмкін еді бүгін чағырмаға ич олманда олар шын мәлумат йығалар. Ешткейдер насылдан иш yapmak керек. Мына бақың. Алайық Баталов Нариманаға. О математика hocası. O Kerç tarafın koyun yığa материалын. Шума ақында мен o адам evine de bardım. Ahmetçe деген yerде yaşay. Şoför. İnanırsınız men oğa bunu көрсеттім. O menden de yaxşı material yığған, ama yazıp olamay. Yazıp olamay. Adı ne o adamın? Oy, bir yerde yazılı olacak. 70. Енді пенсия. Мына пек доғыр айттар. Абдинанова яшаған кой айры yazılsın. Доғырым Челебеджикан, Джафер Седамет, Рефик Музафаров, Шакир Селим ve ilahri. Оларын мына алып неметіп yazılsa ve бет менде белесем балабан материал. Чөл тарафын mesela Хайреддинов yazdı. Тархан көп, да? Но ол кой анда yok. Білесіңіз, бір талайлары оле япа өзіні яза десең olacak. Мына mesela Мамашай çıktı ya. Ama Мамашайлар işte razı dügüller. Çünkü andaki meclis, там pek balaban restoran. O berdi akça, bu hoca çoksa o hakkında yazdı. Bir nemiz var, Reşit, Герой Советского Союза,
Ну, яхшы налбантова субье вейлякры. Ама шумаллар ой, мамаша, я бысхандамыз. Doğru. Мына егер язачакмыз койлерін, мен меселе өзім қабатлы саям, мында 210 қорамта. Ама анау жедверде 500-ден зияде. Я тапалмадым да, мына меселе шеркетке мен барған осам омальде. Да, çok adamlarım bilir. Отдел межнациональный. Мен сразу бақайым да. Мен темірчілі olmasam da o adamları bilir. Şevket Bey. Pek güzel Вы ikinci sual mı? Я 100% согласен, но я, как мы с самого начала сказали, пока я не закончу встречу с теми людьми, которые сегодня изо дня в день уходят и покидают наши ряды, я не могу с вами связаться. Я все направление работаю в этом плане. Поэтому я звонил Смаилу Джа, но мне даже времени не было с ним встретиться, потому что у меня уже заранее, и сегодня у меня на 2 часа запланирована встреча. Я сегодня, значит, встречаюсь с бабушкой, которой 90 лет, я не могу, значит, понимаете, да? Поэтому после того, как я завершу эту работу, я обязательно и София Ханум, мы когда-то работали 20 лет вместе назад, собирали первые экземпляры, когда открывали краеведческий музей, мы еще будем работать, иншаллах, продолжим эту работу. Я в своей работе максимальную всегда открытость проявляю, все свои материалы в интернет выставляю, чтобы другие могли читать. Анкету подготовил, по которой собирали мы знания старожилов, кто может, кому нужно, может посмотреть. Конечно, мне интересно результаты других исследователей самому прочитать, но не всегда я могу. Вот, допустим, Нидерланды по Алуште, да, у нас экспедиция была по Алуштинскому региону. Результаты этой работы можно где-то почитать? Материалы можно. Только материалы, да? Результатов еще нету? Не публиковались. Просто я помню, Ибраим Ага читал, что целую неделю были в Алуштинском регионе. А так по людям вы тоже пишете, да, Лушкин? Давай, Гирей, вот и сразу переходи на 4-й вопрос. Мероприятия для широких инициатив и действий, свое видение. Конечно, важную роль, как я говорил, должны сыграть, значит, государственные структуры, научно-исследовательские структуры. Ставить вопрос перед чиновниками, раз выделяются какие-то средства на развитие народа, там миллиарды пишут, то интеллигенция должна ставить перед чиновниками задачу, чтобы выявлять лучших специалистов, находить для них работу в музеях, там, и чтобы они уже результаты своей работы печатали. То, что мы делаем, вот это, так скажем, общественный, он тоже сыграет свою роль. Конечно, мы будем сейчас печатать свои статьи, популяризировать эту тему, будут находиться, может, новые исследователи, будут присоединяться к нам, там, писать. Это своим чередом оно будет вестись. Но я считаю, что все равно должны такие структуры, как вот музей Ларишес, это, конечно, очень сложная работа. И чтобы ее сделать, нужны штаты людей, которые будут заниматься. Во всяком случае, мы должны обозначить такую проблему, что нужно вот так вот сделать. Провести конкурс, выявить лучших, и хотя бы там, ну, человек, допустим, 5-10, найти им работу, чтобы они уже работали. Сало, Гирей, давайте, Экшердаха, Шевкетбей, последний вопрос. Ну, методология у меня своя есть, я ее не мог представить, я ее разработал по этой схеме. Инициативы, да. Что надо делать, чтобы инициативы, мы в свое время, людей? Смотрите, мы в свое время, когда Койдешлер Корушевы делали, организовывали транспорт, вывозили людей до Розового, Али Кулумбаснясна, Чайрлерге, и показывали бу дерелер, бу думпалар, бу чайрлер, адларын, бу ушилер яптык, ушилер безлерде бар. Койдешлер Корушевы массово использовать инициативу людей, встречу этих людей, чтобы они свои дома, свои сохаки обозначили. Мы сейчас этим занимаемся. Но занимаюсь, будем говорить, по Корбевскому региону я один. У меня, в принципе, после того, как я эту встречу заканчиваю, беру фотографа, сажаю в машину и дере думпа, езжаю в Корбекль, фото. За переулок фото, дом фото. Я все это буду делать сам. Я ни у кого помощи не прошу. Сау. И вот он сказал,
Вы сказали фото, да, я тоже хочу добавить. Но я сегодняшний хочу, чтобы сегодняшний читатель видел Вот почему сегодняшний, мы потому что это очень важно. в эту книгу более 50 цветных фотографий. Но с семьей 73 года мы в Крым приезжали на своей «Волге» и, конечно, бывали в Демирджи. И, конечно, были в этих, туристических этих. Слушайте, мы плакали, потому что они называли горы наши на русском языке и так называют до сих пор. Мна меселя Тасхая, да? Ну переведи Лысая гора, уж говори так. Нет, шапка Мурома. Чего она там потеряла? Или вот это, почему мы на первой странице сделали? Потому что они называют голова Екатерины. А она что потеряла? И вот здесь в легендах мы доказали, как это называется и так далее. Вот как мы делали фотографии. Опять Сиран Ибраимов, ему взяли лошадь. Нина, экскурсовод, ей взяли лошадь. Они проехались. Нина, конечно, все это называла на русском языке, все эти наши горы. А потом со стариками встретились, например, Ариф Ага Ситаблаев в Первомайском районе живет, Рифат Бабаса. И он нам перевел на наш родной язык название вот этих гор, и мы здесь смогли восстановить. И я даже, помните, был вот этот министр курортов, как его... Не Ивлев, какая-то... Да, я ему писала. Но уже можно перейти во время экскурсии к названиям таким, как... названием. Какой смысл ехать москвичу сюда и слышать, что это три богатыря, чего они там потеряли. Это шапка Мурома. Но самое удивительное, что он написал, вот здесь есть. Да, я все письма, которые писал, он пишет, что существует определенная методология, по возможности мы с переводом даем. По возможности. Я хупага. Последний вопрос. Не я махкерек, адамlar çok şarap bulur. Adamların cep gazeteleri mahalleleri basılman gerek. Radyoda bu eskiler devam etmeye gerek. Ve televizyon basarsın ya. Bir toplasın adres düşündüğü bir toplasın birkaç kere. O son insanlar meraklanan o programlar Safiye. Bu Yakup Ağa'nın pek hoşlan aytkanına çünkü gerçekten de bu bizim televizyonda o'zim da kaç kere aytkan edim. Pek böyle kıskadan meraklı süjetler yapa, bilmem Japonya'da, Türkiye'de böyle meraklı abideler, meraklı binalar, onların tarihlerini anlatarlar. Keliniz bizim Kırım'ımızı bir kereden, birinci olarını anlattık, adamlardan yazıp alayık, Kosterikoların degende, одна проблема, нет специалиста, нет человека, который сидел бы, действительно это все нашел бы, сумел все это правильно, на телевизионный язык, так сказать, переложить, да, все это оформить, и оказалось, что вот единственное. Поэтому эгерде более гомульдешлер olsa, мен bilsem olacak korkutarlar, gerek olacak bu meselenin yaptırma, kaç kere anlatsan edi. Ve ikinci teklifim var böyle, mınaşınlık zamanda mesela bu asıl bunu başka birkaç köylerin daha çoktan edi yapkan edilir. Bu bizim köylerden kim mesela Cenk'e iştirak etti ya, o şimdi arşivlerden bu cedvellerini almağa. То есть ставить камни, грубо говоря, просто перечитать фамилии. Сожженные деревни у нас есть, которых уже нет. Просто поставить камень, что на этом месте находилась деревня там Бешуй, да, и другие, которые просто уже след простыл. Но хотя бы камень будет с надписью стоять. Это тоже будет своего рода возрождение для тех же людей, которые будут приезжать и смотреть, видеть. Когда прочтут, узнают, что было такое интересное название, что это заинтересуется, и тоже, возможно, будет какая-то обратная такая связь, обратная реакция. Поэтому Байхач koylarda endi pek güzel koyuldu. Gerçekten de bizim aslında böyle başka bizni başka taraftan ko'rgan adamlar
многие были очень удивлены, что действительно такие списки, такие интересные фамилии, имена и так далее. Я думаю, что эту тему, то есть надо не только вот что касается сел, памятников, но и всех наших личностей, которые отличились, хоть как-то обязательно вот таким образом тоже стараться отмечать. Şimdi bu zamanda bu nasıl айтayım, bir mod gibi bir şey oldu da. Сау, Эльдар. Я, может быть, где-то повторюсь сейчас, да, но хотел бы сказать Алла Бинкерешкур, что вот такие вот работы, Конечно. да, как я Ага издала работы, Да, Машалла, все молодец. они уже вышли в свет, их немало, да, уже и по Бахчисарайскому, по другим селам, да, Крыма есть эти работы. Но сейчас нам надо выходить на такой Да, уровень, Айсер, на такой уровень, как бы, ну, можно сказать, что научно-популярный, можно сказать, уровень, да, и в это и выработать Эльдар такую как бы структуру, ну, иерархию своего рода, да, в которой каждый человек, каждый из нас занял бы свое место в этой нише, да, и чтобы мы работали не каждый индивидуально сам как бы по себе, а все вместе командно, потому что это общенациональная наша как бы, да, цель. Одну ремарку можно добавить? Сейчас закончит. Вот. И опять-таки повторюсь, что на уровне сбора информации, чтобы была команда сформирована, которые обладали уже, вооружились методологией определенной, на уровне обработки этой информации, на уровне популяризации этой информации. Вот такую структуру нам удастся сделать. Сау, Это было бы замечательно. Полминуты. Значит, использовать опыт вот этих людей, которые здесь сидят, в дальнейшем для в Крыму для помощи тем селам, которые сегодня еще не приступили к этой работе. Исмаил Оджак. Да. Много есть термин специализация. Если это не сделать как специализация, очень будет неважный результат. Специализация это следующее. Бейхан занимается демирджи? Только демирджи. Башханеге кетчмингс. Демирджи. Вы специалист. Хотя меня просят уже кикиенис и шумапис. Потому что, нет, речь идет о том, вы собираете материал и беседуете с людьми в этом направлении, набираете опыт. А потом, когда вы начинаете перескакивать, вы не сможете, да и никакой инструмент не сможет сразу эту картину перенести на это будет такая экстраполяция. Это там корбекульный ограшам. Башханеги кечна, корбекульный ограш. Нет, я говорю, использовать опыт. А опыт это другое. Специализация в чем? Вот то, что вы собираете, вы сказали, вот могла бы это сделать, а потом я узнала, можно переиздавать, готовить материал для переиздания. Да, но если вы перейдете в другую оперу, в другую область, это вам уже будет неинтересно. И тогда вы некачественно сделаете работу. Вот такой мой Эльдар, и еще знаешь, вот сейчас демирджинцы, да, они просят, мол, биопте, вот про нас написали, теперь напишите про наших детей. Они родились в Узбекистане, вот, говорит, моя дочь уже кандидат наук, сын это. Вот напишите про них, что мы достигли чего, вот так живя в Узбекистане и так далее, вырастить детей. Можно? Вот обычно хачам bir malumatni to'playsan, и bir diger malumat eline keladi. Он очень как вот есть вот такой вот банк интернет, там Лори, Pinterest. Передавать. Вот именно нам нужно создать свой банк, потому что когда перелопачиваешь газеты, книги старые, все, малюмат и быркой аханда. И вот если вот из этих книг вот какая-то вот команда будет, она будет все вот в этот вот в единый банк собирать, и большая карта Крыма. И мы столько деревень сможем восстановить. То есть пока это будет просто копилка. Да. Но это даст общую картину. Да. Он очень вот, Смаил очень добрый, здесь специалист по Блобенфлюсу. Но с другой стороны, Араш Тарма Ябханда всегда в руки идет материал. Вот у меня вот так вот. И сколько папочек, которые вот это вот зачатки каких-то моих будущих идей. Осуществляться, не осуществляться. Но бабки пока вот как у скупого рыцаря, только я ими любуюсь, они у меня. А вот хотелось бы, чтобы это вот было достоянием общества, да? Эбер, Келлермахат, вот до этой деревни чьи-то руки дойдут. А то есть такая идея, вообще сделать такую электронную базу данных, куда бы собрать вот весь материал, абсолютно все, что касается истории. Люди, чохра, все. Но эта работа, как оказалось, очень дорогостоящая для нас пока сейчас.
başta bir sağ olunuz bugün bu toplaşımı geçirgenimiz için pek meraklı ve ben muzey kadını olarak aytmak isteyeyim bütün bu toplangan malumatlar mutlak arşiv materyalda koşulsa bu yazılgan şeylerge pek güzel olur edi. Çünkü şimdi arşivde böyle imkan var çalışması ve daha ben bilesem bu kitaplarını yazgan insanlar onlar mutlak öz şivesini bilgen insanlar olmak gerek ve bu şivelerini de saklamak gerekmiş. Çünkü bu böyle kitaplar yazılganda mutlak şive lügatı da yapılmak gerek. Çünkü bu da bir şiveler indi çoktan yok ola yavaş yavaş ve koyun uzun şivesi var ve bu ayrı bir lügat böyle şive lügatı olsa bu pek güzel olur edi ve bundaylar böyle bir gruplar olacak insanlar ama hepsi bu işlerini bir insan yapar koyun bir adam yapar deyik buna Yakup Ağa gibi ya da bir hanım gibi böyle bir 5-10 adam yapar ya da ayrı uğraşacak demeye ben bilesem evet belki yapmağa gönülde olan insanlar çoktur ama hepsi bu iş bir insan yapabilir bu işin ve böyle bir... Sağ ol Ayşe. Yarım daha. Вот Бия Ханым сказала, очень важная очень действительно важная тема вы подняли, да, по поводу сбора информации и размещения в сети интернет. Да, вот к вам тоже такая просьба, анкету, создать такую анкету и разместить ее на странице газеты «Голос Крыма». Всем, чтобы жители села, они присылали вам информацию, фотоматериал, даже, может быть, не сами фотографии, хотя бы скан. Благо сейчас возможность для этого есть. Чтобы потом уже исследователи имели доступ к этой информации, переходили в библиотеку или там, я не знаю, тоже другой вопрос, и использовали этот материал. Идея у нас давно была бы, но, честно, это сложно. Мы с одной боимся, если будет... Я думаю, что многие откликаются. Sağ ol Eldar. Rüstem Emirov. Evet, çok güzel laflar oldu bugün. Ben açıkçası senden beklemedim, böyle sinirleri geçirdi. Beklemedim. Sen ayettin başkan, bizim halkımızın vakti olacak 10 yıl, en çok. Biz vakit görsak bir şey olmayacak. Pek lazım yapmalarını. Vakit görmeyip, beklemek gerek bir tip kösetin olsa ya da. Yapı tarafı işi çıkarmadı, bu koyun adına çıkarmadı. Yapmak öyle adamların yardım etmeye, kösetin, metodoloji işi, aslında çalışmağa. Bu onun bizim finişti. O bu şeyde olmayacak, bir yılda olmayacak bekim. Beklesek devlet bir yardım etse, beklesek geliyor. Kaçın gideceğimiz zaman. Onun için ben teklifim olur bekim. Yaprak öğlenler toplandık mı da, tabii bir konsultatif sovet olsun. Reisin de yok. Şimdi nimet sayılar. Bakasa çalışıp karar. Daha görmeyiz. Biz hepimiz yardım edelim. Sağ olun, Рустем Аға. Ну, позвольте всех поблагодарить за продуктивный диалог, за участие в круглом столе. Тема актуальная. Если бы я вот просто смотрю на историографию крымских татар, если бы 100-150 лет назад Исмаил Гаспринский нашел бы возможность бы сам или со своими учениками проделать полноценную такую работу, мы бы на сегодняшний день имели богатейший бы этнографический материал. К сожалению, не было тогда, наверное, таких сил. Были отдельные экспедиции, потом Ачохрахлы, Баданинский. Но если бы вот такие бы книги бы, 100 книг бы было бы... Тогда и в Англии не было такого. Представляете, сколько бы мы сведений имели бы. Да. Но сегодня мы также являемся творцами истории. Через 50-100 лет будут оценивать уже нашу деятельность. Поэтому все, что возможно, мы сегодня должны сделать и запустить вот этот механизм. Рустем Аға, сегодня давайте торопиться не будем. Наверное, если Исмаил Оджа, Эльдар продолжат вот такое собрание, более с привлечением широкого круга участников,
Может быть, дать уже и объявление, приглашение на следующий круглый стол. Он должен, ну, наверное, в другом формате уже пройти. Это формат газеты. Вот. Нет, эти пусть отчитаются, что сделали. Но мы просто, может, не стоит затягивать. Это поможет нам выявить людей, которые начнут заниматься. И пожелание, вот у вас есть студенты, просто взять и такое направление на каждом курсе, там в каждой группе 3-5 человек, сажать на тему давать, сначала рефераты, потом переходящие в дипломные работы. Даже если каждый корни из какого-то села, это им близко, возьмет студент, и он уже за 4, там, за 6 лет доведет работу, ну, до хорошего уровня, будет широкое накопление. Тем более руководительность. Ильдар, добавляю, вот по инициативе, просто добавляем. Бірқачылы Аллан керемінен Тайыр Efendi'den koşulup leksiya okuduk. Kırım içinde 50 leksiya. 20 leksiya üniversitetin içinde 30 leksiya dışta. Mülkün mü? И sonra o leksiyalarını Tayır aldı. O bütün video. Tabii. Bütün video leksiyalar. Tayır olanı yaptı. O olanı yaptı 5'er dakika. 6-7 dakika en meraklı taraflarını videoga çıkardık. 250 тысяч посещений на его сайте. Вот я теперь думаю, если так сделать, какие-то вот, я завтра демерджакында, какой-то вот несколько интересных фактов, 6-7 минут, видео в интернет на определенно какой-то сайт. И посмотрите, где еще есть демерджинцы в мире. Не просто здесь рядом, а в мире. Вот эти сайты, откуда это 250 тысяч, откуда появляются интересующиеся люди какими-то тематиками, проблемами. Они заходят туда. То же самое по другим селам. Я имею в виду, помощников можно найти вот сколько. Они же живут в мире, вот живые же есть. Сколько вы там? Да, я здесь. И информация. Демирчи кое Турцияда деген махале барында. Разве вы можете сегодня газету 250 тысяч сдавать? Да? Нет, нет, конечно. Çok sağ olun. Ждем, значит, продолжение темы уже и в других организациях. Сейчас мы расходимся. Чай. Почему так? Я еще хотел добавить, что Википедия в этом вопросе намного впереди по изучению крымских сел. Когда сбегают за собой. Нет, там интересная такая ситуация о том, что как-то по Нинику возродить специально и так далее. Ну, еще часа полтора. Такая тема, что но вы пришли как хай на нас себе говорят. Это кофе. Я побара. Я прогнал. Экспертный полк. Да. Если еще что-то есть, подкидывай. Я же несколько лет не пользовался. Не могу оперативно вам на электронной почте. Ты хотя бы пару. Сейчас есть кое-что. Давай, да, я через библиотеку верну. Они получили. Вот это штрафная, да? Сначала